Петр Егорович Егоров – известный зодчий России, стоявший у истоков раннего русского классицизма. Он упоминается в ряду таких знаменитых архитекторов, как Антонио Ринальди, Александр Кокоринов, Жан-Батист Мишель Вален де Ламот, Юрий Фельтон, Василий Баженов, Джакомо Кваренги, Иван Старут. Его имя значится в документах о работах, которые в разное время проводились в Зимнем и Мраморном дворцах, Смольном институте Петропавловской крепости. Петра Егорова называют в числе авторов знаменитой ограды Летнего сада, шедевра мировой архитектуры. О том, что он чуваш, Петр Егоров написал в своем прошении на высочайшее имя, когда приехал в Петербург учиться архитектурной науке. Достоверно известно, что именно он первый чуваш-архитектор. От этого памятника, поставленному зодчему в Чебоксарах, в столице Чувашии, начнем свой путь к постижению той роли, которую сыграл Петр Егоров в истории российской и мировой культуры. В биографии Петра Егорова множество белых страниц. Опираясь на свидетельства самого архитектора о чувашском происхождении, некоторые историки связывают его рождение с Ядринской землей. Доказать доподлинно, что это так, сегодня невозможно. Нет данных о его семье и родителях. Вся история детства Петра Егорова связана с историей грузинского княжеского рода Дадиани. Точно известно только то, что чувашские деревни в начале XVIII века входили в состав Нижегородской губернии. Они принадлежали царскому двору, крестьяне были государевыми, платили оброк в казну. В 1700 году Петр I пожаловал часть губернии в вотчину эмеретинского царя Арчила Вахтанговича, который еще в конце XVII века попросил убежище в России. После смерти царя Арчила в 1713 году вотчина перешла во владение его дочери Дариджан и ее наследников. Среди них была и племянница Софья, внучка царя Арчила. Она была замужем за сыном владетельного князя Мингрелии Георгием, или на русский манер Егором Ливановичем Дадиани. Был он сподвижником Петра I, генерал-майором артиллерии. Еще в детстве его вывезли с родины в эмиграцию в Москву, и он рос, воспитывался, получил образование при доме эмеретинского царевича Александра Арчиловича Багратиони. Возможно, именно благодарная память об этом послужила тому, что в начале 40-х годов XVIII века в семью Дадиани был принят чувашский мальчик. Как произошла эта судьбоносная для Петра Егорова встреча, история умалчивает. Как неизвестны и подробности его отрочества, которое, безусловно, проходило под влиянием парфироносных грузинских семей. К счастью, сохранилась усадьба, которая помнит его мальчиком и юношей. Согласно историческим источникам, в 40-е годы XVIII века она принадлежала воспитателям будущего зодчего. Село Красное Троицкого административного округа Москвы. Историческое место. В 1812 году здесь размещался штаб Кутузова, а позднее в этом доме останавливался Наполеон. Последней владелицей усадьбы до Октябрьской революции была вдова великого российского реформатора Сергея Юрьевича Витте. А еще раньше, в XVIII веке, имение в Красном принадлежало внучке царя Арчила Софье и ее мужу Георгию Ливановичу Дадиани. Здесь, по дорожкам парка, среди этих деревьев, ходил когда-то и чувашский мальчик по имени Петр. В 24 года он подал прошение на имя императрицы Елизаветы Петровны, из которого мы теперь знаем, что он чуваш, что вывезен князем Дадиани в малолетстве, как пишет он, в России. Из этого же документа узнаем, что был он крещен в православной вере греческого исповедания. Установить, как мальчика звали до крещения и сколько лет ему было, пока не удалось. Но вот местом его крещения вполне вероятно был храм в селе Красное, и сегодня стоящий рядом с усадьбой. Здесь ему дали православное имя Петр, а отчество и фамилию записали по имени его приемного отца Георгия Дадиани. Этот храм построил кахетинский царь Арчил. Он выполнил обет, который дал его сын, царевич Александр.
Церковь возвели в 1703 году, осветили в 1710. На освящение приезжал из Москвы настоятель Донского монастыря, глава Эмеретинской грузинской церкви архимандрит Лаврентий Габашвили. Царь Арчил в это время переживал глубокое горе. Умерли 2 его сына, а 3-й, Александр, оказался в плену у шведов. В этом храме царь молился об освобождении своего единственного оставшегося в живых сына. Увидеть храм, возведенный по его обету, царевичу было не суждено. Уже на пути из плена в Россию он умер, не перенеся тяжелой болезни. Здесь, под сводами обетного храма, Петр Егоров приобщался к православной вере. Никто, конечно, не знал тогда, что новокрещенному мальчику с чувашскими корнями суждено стать храмоздателем, построить не один храм. Петр Егоров получил в семье Дыдяни прекрасное воспитание. Его окружали люди высокой культуры, которая всегда была грузинской традицией. Кроме того, он получил очень хорошее начальное образование. В том самом прошении на имя императрицы он пишет: обучен российской грамоте, читать, писать, арифметике, геометрии и отчасти малевать. При этом, поясняет он отдельно, однако ж упомянутого господина генерал-майора не крепостной, а состою вольным. В сумме все это, и православная вера, и культура, и знания, и даже воля, которая так много значила в те годы, все это, щедро подаренное воспитаннику Георгием Дыдяни, сыграло решающую роль в судьбе Петра Егорова. В марте 1755 года Петр Егоров с рекомендательным письмом князя Дыдяни приезжает в Петербург. Движет им, как он сам напишет об этом, всеусердное и ревностное желание учиться архитектуре. Это было замечательное, духоподъемное время. Петербургу исполнилось полвека, и к тому времени он стал одним из самых красивых городов мира. А для архитекторов это была настоящая градостроительная школа, в которой выросло не одно поколение зодчих. Столица огромного, могущественного государства переживала эпоху подъема русской культуры. В Петербурге творили русские, итальянские, голландские, немецкие, французские архитекторы. Они возводили в столице хоромы, дворцы, храмы и государственные здания в архитектурном стиле, который обычно называют русским барокко XVIII века или петровским барокко. К середине столетия здесь уже были построены кунсткамера, здание 12 коллегий. Над городом возвышался золоченый шпиль Петропавловского собора с флюгером в виде ангела. В этом здании сегодня размещается храм во имя иконы Божьей Матери Взыскания погибших. А в середине XVIII века именно здесь располагалась канцелярия отстроений, государственное учреждение, которое ведало строительством Петербурга и его окрестностей. Тысячи мастеров относились к этому ведомству, от каменщиков и плотников до архитекторов, живописцев и скульпторов. И здесь же была создана архитектурная школа, в которую поступил учиться Петр Егоров. Это было престижное учебное заведение, дававшее прочные профессиональные знания, подкрепленные практической работой на строительстве. Желающих поступить сюда учиться было немало. Нужно было сдать серьезные вступительные экзамены. К зачислению Петра Егорова в архитектурную школу особо причастен Вильям Фермор, директор канцелярии отстроений, видный политический деятель, генерал-аншеф, любимец Суворова, ценитель искусства. Он весьма благожелательно отнесся к новокрещенному из Чуваш Петру Егорову. 2 недели Семен Волков, возглавлявший в то время архитектурную школу, экзаменует абитуриента. В результате Петра Егорова приняли в службу Ее Императорского Величества архитектурной науки учеником. Отныне вся его жизнь будет связана с Петербургом и с канцелярией отстроений. Семен Волков, один из предполагаемых авторов гранитной набережной Невы, станет его первым учителем. Уже через 2 года он очень высоко оценит своего ученика. Состояние доброго и в рисовании чертежей знания и прилежность имеет. В нынешнем году прибавочное жалование произведено. В первые 7 лет ученичества Петр Егоров, как и другие сотрудники канцелярии отстроений, участвовал в работах на строительстве Зимнего дворца, творения Растрелли. На склоне лет, составляя по памяти список своих учеников, которых он обучал архитектуре, великий зодчий вспомнит и Петра Егорова. Правда, как это часто бывало в те времена, запишет его под условным именем – Иваном Егором. В 1761 году, представив специальной комиссии свой проект и защитив его, Петр Егоров заканчивает обучение. Он получает самое низшее в конторе отстроений звание помощника архитектора 3-го класса. В
С этого момента начинается его настоящее служение. Первым самостоятельным проектом Петра Егорова стал православный храм. Его пообещала построить в эстонском городке Пярну императрица Екатерина II, только что вступившая на престол. Церковь Успения Пресвятой Богородицы, позднее ее стали называть Екатерининской, образец раннего русского классицизма. Изысканно украшенный, он покоряет благородством форм. Проекту Петра Егорова по распоряжению Екатерины II суждено было стать образцом строительства всех православных храмов Прибалтики. Так были построены церкви в Тарту, в Курисааре, ныне город Кингисепп. По этому образцу создавался и знаменитый Петропавловский собор в Риге. В 60-е годы Петр Егоров работает на строительстве Смольного или по-другому Воскресенского Новодевичьего монастыря. Его начали возводить по проекту Растрелли еще в 1748 году. К 1761 году, когда Петр Егоров окончил обучение, был в Черне построен собор и жилые монастырские корпуса. Через 3 года в них был открыт Институт благородных девиц. Здесь же, при институте, Екатерина II решила создать и училище для девушек из мещанского сословия. Недалеко от монастыря стали строить новое здание, которое впоследствии получит название Александровского института. Юрий Фельтон представил первоначальный его проект. Позднее его переработали, и как раз в это время к строительству был привлечен Петр Егоров. Монументальное здание сохранилось, и сегодня дорого нам как память о нем. Много лет Петр Егоров работает под руководством Юрия Фельтона. Благодаря, пожалуй, именно этому обстоятельству он так и останется за архитектором. Хотя существует документ, в котором Фельтон характеризует коллегу наилучшим образом. Петр Егоров в знании архитектуры, в теории и практике весьма преимущественнее, и потому его знанию при означенной конторе должность архитекторскую отправлять может, для чего и к награждению архитектором достойным признавается. Дальше этой характеристики, к сожалению, дело не пошло. Возможно, самому Фельтону не хотелось делиться двойным заработком, который он получал, совмещая 2 архитекторских должности. Но была и другая причина. Происхождение Петра Егорова. В те годы разночинцев не жаловали, им не давали званий, которые позволяли делать карьеру. А тем временем Петр Егоров работает над важными проектами. В 1769 году он создает проект Иордани. Это был специальный павильон, который ежегодно возводили на Неве к святкам и богоявлению. Задание для архитекторов было ответственное, ведь на водоосвящении всегда присутствовала императрица. 2 проекта Иордани, выполненные Егоровым, и сегодня хранятся в Музее истории Петербурга. В 1768 году Екатерина II задумала построить мраморный дворец в подарок своему фавориту графу Григорию Орлову. Императрица испытывала особую страсть к архитектуре. Она сама часто набрасывала рисунки зданий, которые хотела построить. Возможно, именно поэтому ни в каких источниках XVIII века не найдено упоминание имени архитектора. Это дало основание приписывать архитектурное авторство мраморного дворца самой Екатерине II. Со временем в разных источниках стало упоминаться имя Антонио Ринальди, любимого архитектора императрицы, но лишь в связи с работой над интерьерами дворца. При этом именно мраморный дворец признан вершиной творчества Ринальди. Но это в наше время. А вплоть до начала XX века его автором назывался Кваренги. Руководил строительством генерал-майор артиллерии Мордвинов, хорошо известный в то время инженер-строитель. Через 5 месяцев после начала работ он обращается в канцелярию с просьбой: «Потребен мне в ведении моего казенного строения архитектор. А как при канцелярии Ея Императорского Величества домов и садов, знающих сие искусство людей, находится довольное число, того ради, ваше высокопревосходительство, прошу дозволения порученному мне строению направить за архитектора Петра Егорова». 17 лет жизни отдал зодчий строительству мраморного дворца. С первых же дней его участия начались изменения в проекте. Не требует доказательств авторства Петра Егорова в создании служебного дома. Здание должно было составлять единый комплекс с мраморным дворцом и органично вписаться в парадный фасад Дворцовой набережной. Благодаря таланту Петра Егорова так и случилось. Красотой этого сооружения современники восхищались не меньше, чем самим дворцом. До наших дней служебный дом дошел в измененном виде. В середине XIX века его значительно перестроил Александр Брюллов.
Сохранилась и ограда Мраморного дворца. Чертежи ее в архивах не обнаружены, неизвестно и имя автора. Но неоспоримо ее сходство с другой знаменитой оградой, в числе создателей которой называют и Петра Егорова. Выдающийся русский поэт, большой любитель искусств Константин Батюшков писал о ней: «Взгляните на решетку летнего сада, которая отражается зеленью высоких лип, вязов и дубов. Какая легкость и стройность в ее рисунке. Я видел славную решетку Тюильрийского дворца, отягченную, раздавленную, так сказать, украшениями, пиками, касками, трофеями. Она безобразна в сравнении с этой. Подлинный архитектурный шедевр, лучшая в мире из оград, по определению Анны Ахматовой, строилась 16 лет. 14 из них при строительстве находился Петр Егоров. До сих пор историки культуры и искусствоведы спорят о том, кого считать автором этой изумительно гармоничной ограды. Среди тех, кто, несомненно, приложил руку к проекту, называют Юрия Фельтона, Ивана Фока и Петра Егорова. Юрий Фельтон руководил строительством как главный архитектор конторы. Первоначально проект был поручен за архитектору Ивану Фоку и подпоручику Вуншу. Чертежи Фока не обнаружены, но известно, что проект был утвержден императрицей. Впоследствии в него внесли изменения, увеличив ее длину. Через 2 года к работе приступил Петр Егоров. До нашего времени сохранилось 11 листов с чертежами ограды. 2 из них выполнены Иваном Фоком. Остальные 9, считают исследователи Римма Люлина и Эльвира Кузнецова, принадлежат руке Петра Егорова. В этом их убедил анализ графического почерка. В процессе работы за архитектора Егоров вносит изменения в рисунок ограды, и именно его окончательный вариант стал основой для отливки. Отливали ограду на тульских заводах купца Денисова. Украшения на больших и малых воротах разрабатывали Иван Фок и Петр Егоров. Чертежи Фока не были приняты к исполнению. До последнего над проектом трудился Петр Егоров, доводя рисунок ограды до совершенства. Своей ясностью, четкостью и гармоничностью он поражает до сих пор. Ограда летнего сада признана выдающимся памятником русской классической архитектуры XVIII века. Из других зданий, к которым приложил руку Петр Егоров, сохранился до нынешнего дня дом купца Штегельмана на набережной Мойке. Его в середине XVIII века строил Растрелли, а в 1780-м перестраивал Петр Егоров. Сегодня здесь находится один из корпусов педагогического университета имени Герцена. Всю свою жизнь в Петербурге Петр Егоров прожил в слободе на Песках. По-другому ее называли Рождественской, по имени деревянного храма, который здесь располагался. В слободе жили служители канцелярии отстроений. Местечко выглядело как одно из самых бедных и неблагоустроенных в городе. Невзрачные жилища и плохо вымощенные улицы были уделом тех, кто создавал величие и великолепие северной столицы. При этом соседями Петра Егорова были архитектор Алексей Квасов, художники Иван Вишняков, Иван, Алексей и Ефим Бельские. В доме живописца Алексея Антропова жил его ученик Дмитрий Левицкий. В 70-е годы XVIII века в слободе совсем обветшала деревянная рождественская церковь. На ее месте указом императрицы было предписано возвести за счет казны каменный храм. Это был последний проект в жизни Петра Егорова. 18 сентября 1781 года началось строительство под присмотром господина надворного советника и зоархитектора Петра Егорова. До нашего времени сохранились выполненные им чертежи иконостасов. А вот самому храму выжить не удалось. В XIX веке он был значительно перестроен, а в XX уничтожен безбожной властью. В XXI веке его решили восстановить. Здесь мало что сохранилось. Археология показала, конечно, мы нашли артефакты, мы нашли точные габариты здания, какие-то сохранились вещи, фундамент частично, поэтому мы восстанавливали точно по тем габаритам, которые были. Здесь нет никаких вольностей в плане восстановления. Мы должны были максимально следить за авторской идеей. И это касается не только фундамента, габаритов здания, но это внутреннего убранства в том числе. Мы подняли материалы, и все возможные, и мы даже иконостас пытаемся восстановить на первоначальный период. Облик слободы, центром которой был рождественский храм, сегодня представить трудно.
По этой улице, ныне 6-й Советской, а когда-то 6-й Рождественской, ходил Петр Егоров. Дом, в котором он жил вместе с женой и 4 детьми, не сохранился. Определяется весьма приблизительно то место, на котором он стоял. Но земляки архитектора, построившего Рождественский собор, надеются, что его имя получит ныне безымянный бульвар перед храмом. Знаменицы и крестные, силу Пресвятого Твоего Духа, окроплением Ты священ, воды сие священные во имя Отца и Сына и Святого Духа. Очень отрадно, что одно из последних творений Петра Егорова, храм Рождества Христова на Песках, получает сегодня новую жизнь. Православие является важнейшей верой, где мы видим фундаментальную основу для полноценного и равноправного развития Российской Федерации, возрождения духовно-нравственных ценностей общества. Вы же ставьте на память храм. Да. Спасибо. А пусть земля Чувашии рождает все больше и больше новых архитекторов. Спасибо. До великого освящения и официального открытия храма Петр Егоров не дожил. Умер он в возрасте 58 лет в больнице. Смерть эта была, скорее всего, скоропостижной. Зодчего похоронили в ограде храма. К сожалению, могила его утрачена. Но лучшим памятником Петру Егорову стал этот воссозданный храм.